Здравствуйте! В эфире программа «Гвардия». Сегодня мы хотим рассказать вам о том, как живет осетинская диаспора в Новороссийске. Город портовый, и отсюда все вытекающие последствия с учетом СВО. Конечно, хочется подбодрить наших людей, хочется поддержать наших земляков. Поговорим сегодня о позитиве, поговорим об актуальных вещах, современных, поговорим о том, что важно для каждого человека, независимо даже от того, какой он национальности. Вот передо мной лежит книга, она называется «Офицеры ВМФ. Гордость Осетии». И автор этой книги Зарасов Сергей Дзамбалатович. Это капитан первого ранга, это житель Новороссийска. Это человек, который очень многое делает для осетинской диаспоры. Книга, которая вот сейчас лежит передо мной, она вышла, буквально вот несколько дней назад. Еще, наверное, вот запах типографской краски остается. Книга – это уже вторая на счету Сергея Дзамбалатовича. И сегодня мы хотим поговорить об этой книге, о том, что за этими фотографиями офицеров стоит, какие судьбы, что это за люди. Для этого мы пригласили в студию людей, известных у нас в республике. Это Руслан Георгиевич Илаев, подполковник медицинской службы в запасе. Он писатель, автор многих книг, политический и общественный деятель. В студии также Валерий Николаевич Савлаев. Он представитель Северной Осетии в Крыму, заслуженный архитектор Республики Крым. Я хочу начать с Руслана Георгиевича, чтобы он нам рассказал, собственно говоря, как специалист, что это за книга, о чем она, кому она адресована. У нас много по этому поводу вопросов. Но прежде чем мы этот разговор начнем, я хочу, чтобы вы посмотрели видео, которые прислали нам наши земляки из Новороссийска. Это видео, оно пройдет красной нитью через весь наш разговор. Местная осетинская национально-культурная автономия города Новороссийска статус юридического лица получила в мае 2021 года, но фактически существует уже давно. В настоящий момент общество объединяет более 500 человек. Еще до принятия решения о создании автономии мы собирались, праздновали всегда наши национальные и религиозные праздники, общались друг с другом, помогали друг другу. Потом уже, наверное, нашло такое время, когда решили создать свое общество, зарегистрированное в органах юстиции, чтобы мы могли общаться с администрацией, подавать заявки в город, в край. Нам очень важно быть в команде Центра национальных культур, потому что это объединяет представителей всех национальностей. И мы общаемся, если какие-то вопросы есть, мы задаем друг другу. Но это сближает, я думаю, все нации. При участии членов осетинской общины были восстановлены списки воинов, погибших в боях за Новороссийск, проведена реконструкция аллеи памяти на братской могиле в селе Мысхака. На территории муниципального образования это самое массовое захоронение советских воинов 1943 года. На обелисках более 4300 имен погибших и погребенных в этой братской могиле, среди которых более 56 осетины. Для сохранения памяти о наших земляках, героев Советского Союза, воевавших во время Великой Отечественной войны на Черноморском флоте, обороняющих и освобождающих черноморские города, и в том числе город-герой Новороссийск, нами были собраны и поданы сведения, и на аллее героев Новороссийской военно-морской базы были установлены барельефы 21 героя Советского Союза, и в том числе нашим землякам, уроженцам города Дигары, капитану первого ранга Кисаеву Астану Николаевичу, первому осетину, командиру подводной лодки, и уроженцу Цхинвала, капитану третьего ранга Кочеву Константину Георгиевичу, командиру отряда торпедных катеров Черноморского флота. Они учились в Высшем военно-морском училище имени Фрунзе в городе Ленинграде и в 1937 году успешно закончили учебу и были направлены для прохождения службы в главную базу Черноморского флота в город Севастополь. Воевали мужественно, героически, о чем свидетельствуют их подвиги во время Великой Отечественной войны.
В настоящее время мы подготовили дополнительно материал ко второму изданию книги «Офицеры военно-морского флота. Гордость Осетии». В новом издании будут добавлены автобиографические данные еще о 76 офицерах военно-морского флота Советского Союза и России, наших земляков. Среди них участники Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции и другие категории военнослужащих. Руслан Георгиевич, итак, вот вам первое слово. Вам, как писателю, на счету которого целый ряд книг, известных и в России, и за рубежом, что вы думаете вот об этой работе вашего, ну, может быть, младшего коллеги, наверное, да, потому что Сергей Дзамбулатович делает первые шаги, это его первые книги. В январе 2025 года у меня состоялось знакомство с Зарасовым Сергеем Дзамбулатовичем. Позвонил незнакомец, представился. И он объяснил мне, что в настоящее время пишет книгу о офицерах военно-морского флота. И попросил меня назвать близких мне, которых я знаю, офицеров военно-морского флота. Я перечислил ему, наверное, человек 12. Оказывается, он практически 2/3 из них уже записал свою книгу, но я ему все равно где-то человек 6 передал, которых я знал. И вот я ему назвал фамилию Гакинаева Виктора Александровича, контр-адмирала, под руководством которого я служил в Кронштадте. Капитан первого ранга Цехиева Юрия Георгиевича, капитана первого ранга Гайтова Цараба Пуевича. Это все, которые служили со мной в Севастополе. Колиев Сергей Каникоевич, капитан первого ранга. Генерал-майор медицинской службы Демуров Олег Дзамбулатович. Он был начальником медслужбы 7-й индийской флотилии. Черчесов Эльбус Григорьевич, начальник медслужбы Каспийской флотилии. Карнаев Вячеслав Сергеевич, флагманский врач 13-й бригады. Кабисов Ильяк Биевич, начальник медслужбы Таллинской военно-морской базы. И Беликов Мурат Ахсарбекович, который, в отличие от нас, практически всю чеченскую войну провел в госпитале Ханкале, а затем в Моздоке. И вот я, когда назвал ему эти фамилии, он сказал, что ему уже не знакомы, и вот он лично контактировал с ними. И тогда он мне начал объяснять, что я создаю сейчас эту книгу «Офицеры военно-морского флота». Чем я был несказанно удивлен. Это колоссальная работа. Он лично обзванивал, у нас же 4 флота, и Каспийская флотилия, вот он Тихоокеанский флот, Черноморский флот, Северный флот и Балтийский флот, лично обзвонил, в архивах поработал. И все офицеры, которые были им обнаружены там, начиная еще до военного периода и в годы войны, он начал с Великой Отечественной войны. И начал он с наших героев Советского Союза, Кисаева Астана Николаевича, с кем я имел счастье быть знакомым. Через год, в 1976 году мы познакомились, а в 1977 году я участвовал в похоронах его в Севастополе. Далее, капитана 3-го ранга Кочиева Константина Георгиевича, героя Советского Союза, выходца из Хинвали. Я имел счастье знать контр-адмирала Виктора Александровича Гакинаева, моего непосредственно командира дивизии Кронштадтской военно-морской базы. И меняла Сергей Иванович. Я служил вместе с ним в Севастополе, но мы никогда не пересекались. Он вице-адмирал. Это первое звание осетина, у кого я его считаю осетином. Вот. И мы оба урожденцы города Аллагира. Я выходец оттуда. И у нас принято называть старших по званию командирами. Так вот, он мой командир и остается, продолжает. Так же, как и Гакинаев. И Цалагов Пантелей Константинович, ну, я с ним тоже не был знаком, он гораздо старше, участник Великой Отечественной войны. Вот эти вот фамилии, вот он мне, мы обсуждали с ним не раз, и он попросил, говорит, ты не мог бы посмотреть вот эту мою книгу, первое издание? И в апреле 2025 года я ее в электронном виде получил. Она вышла в июне месяце. Но тут опять казус, потому что стали звонить
через короткое время после выхода этой книги стали звонить нам, и ему стали поступать письма родственников негодующих. А почему вот наши не указаны офицеры, да? И получилось, что вот в первой книге 105 персонажей, а потом во втором издании оказалось 195 офицеров. Но это тоже еще не окончательно. Конечно. И получается, что у нас уже более 210 морских офицеров. Вот напротив меня сидит Валерий Николаевич, тоже офицер-подводник. Я хочу, чтобы вы вот коротко рассказали свою биографию, свою жизненную историю, связанную, ну, конечно, с морем. Значит, нас было 8 студентов мединститута, которые изъявили желание перейти на Горьковский медицинский факультет при Горьковском медицинском институте. Что мы и сделали. И из 8 человек 6 перешли в сухопутные войска, а мы перешли в военно-морские силы. Вот. Я и Цакоев Аслан. Вот. Вдвоем. Он по распределению ушел на Балтийский флот, я на Черноморский. И через некоторое время, через 5 лет, перевели в Ленинградскую военно-морскую базу в Кронштадт. Я начал служить под руководством контр-адмирала Гакинаева Виктора Александровича. И где бы мы ни были, вот я хочу отметить, что в 5-й Средиземноморской эскадре, 7-й флотилии индийской, и вот где бы мы ни были, да, мы постоянно встречали земляков. Я был всегда удивлен этим. Валерий Николаевич, вот вы с виду человек, так сказать, сугубо штатский, да? Но и в вашей душе бушуют волны морские, и вы к этому прикоснулись. Причем в каком возрасте, в молодом, наверное, это трудно забыть, сколько бы ты ни прожил, да? Вот расскажите о том, как вы встретились с морем, что называется. Ну, я Ильхотовский жил. Ильхотовый, понятие, по большому счету, не знал, что такое подводная лодка. Один из Алагира, а море, наверное, в детстве не видел ни разу, да? Никогда. Вы из Ильхотова, Из тем не Ильхотова. менее, вот где-то сошлись в интересах. Да, и вот призвали нас в армию, меня направили в морскую авиацию. Морская авиация. И потом с нами ехали, в поезде ехали из Сибири, там ребята, которые уже такие мариманы, там, их призвали на службы на подводной лодке. Ну, и когда уже приехали мы в Севастополь, нас построили, говорит, товарищи призывники. Мы набирали на подводной лодке, но многие не прошли по здоровью. Там, по здоровью, говорят, служба на подводной лодке – это почетная, там, и так далее. На самом деле так. Вот. Кто хочет стать подводником? А я познакомился с одним парнем, вот русским парнем из Владикавказа, и шаг вперед. Я сделал шаг вперед, да. И он меня опять затащил назад, говорит, ты что, нормально? Я говорю, куда ты? На подводную лодку. Ну, стою, потом второй раз опять. И я сделал опять шаг, и я так стал... Вот попал в учебный отряд подводного плавания в городе Севастополь, 6-й отряд. Вот. И потом, после Севастополя, я уже служил на подводной лодке. Эски тогда, средняя дизельная подводная лодка, это Лиепая, Балтика. Вот. Прошел курсы молодого моряка. Вот. Там обычаи, традиции. Если первый раз погружаешься в воду, то ты набираешь забортную воду из кружки, и ты должен литровую кружку эту выпить. Это не очень приятное такое, Ну, да? конечно. Но это я, в общем, такое. Я считаю, что это мне повезло в жизни, потому что это школа. Я сам почувствовал, когда призвали меня на флот, я был пацан, самый настоящий. И когда я уже закончил, уже лейтенантом, вот, это был уже... Я почувствовал, что это мужчина, который готов в любое время стать на защиту своей родины. И это не высокие слова. Это на самом деле это дух был такой. Вот. И поэтому я счастлив, но жалею иногда то, что не остался. По ночам море не снится, не приходит в снах, не напоминает. Да нет, мне больше друзья напоминают. Друзья, с кем я служил, это были настоящие. Это, знаете, служба на подводной лодке, это
Это Ну школа, да. это жизнь. Есть же это- такое выражение: куда ты денешься с подводной лодки? Видимо, действительно, вот такие тесные отношения, они меняют человека и меняют отношения между людьми. И слова Махаварбека Гаджиева, героя Советского Союза, он так говорил: «Никто не равен перед лицом смерти так, как экипаж подводной лодки. Или все погибают, или все побеждают». Да, это красиво Поэтому звучит. Вот это, да, ответственность. Давайте вернемся теперь к книге. Расскажите, что в ней вот самое главное, что самое интересное, что необходимое, что нужно сегодня? В книге он дал персонажей военного периода, послевоенного тяжелого периода, когда холодная война развивалась, и в настоящее время. И я считаю, эта книга, она должна быть ярким примером для поколений, последующих сейчас, молодежи. Ведь наши военно-морские училища не закрыты, они продолжают работать. В Ленинграде 5 военно-морских училищ. Был период, 90-е годы, их переименовали в институты. Сейчас поняли эту ошибку и снова хотят эти училища вернуть название. Училище имени Фрунзе, училище имени Попова, Ленинское училище есть. И обычные жители, и мы, офицеры, были крайне удивлены количеству осетин, которые служат на флоте. Вроде бы сарматы никогда не были моряками. А тут появляется, что более 200 человек осетин, офицеры военно-морского флота. Это удивительно даже для нас. Вот польза этой книги в том, что мы узнали, что действительно выходцы из нашей Северной и Южной Осетии, а Южной Осетии составляют до 40% в этой книге. Сергей Дзамбулатович такую колоссальную работу провел, да. Это невозможно было оценить так. Я ему сразу сказал, я бы это не смог сделать. Ведь это же надо было запросы послать Тихоокеанский флот, Северный, Черноморский, Балтийский флот и Каспийскую флотилию. Он работал с архивами этих флотов. Невозможно не удивляться его работоспособности. Одно дело собрать обширный материал, да, а второе его напечатать. И у него сложности были в этом, но ему помогли. И вот он хочет выразить им благодарность. Содействие в издании первой и второй книги Сергею Ивановичу Меняйло, Мильзахову Вячеславу Эльбрусовичу, Агузарову Руслану Ахсарбековичу, Агузарову Тамерлану Константиновичу, Батаеву Феликсу Таймуразовичу, Битарову Алику Шамилевичу, Битарову Вячеславу Зелимхановичу, Батаеву Зелимхану Махарбековичу, Дзебисову Майраму Михайловичу, Яналдиеву Хетагу Олеговичу, Икаеву Русланбеку Кузьмичу, Мамсурову Зелиму Таймуразовичу, Плиеву Марату Мелсовичу, Тамаеву Исламу Батразовичу, Хаблиеву Вячеславу Алимурзаевичу. Осетины никогда не забудут, как 250 лет назад Россия протянула руку помощи своим единоверцам. Мы, наверное, единственная нация, которая осталась православной. И мы как могли защищались, но ведь, извините, вокруг нас были народы и племена, которые исповедовали отличную от нас религию, да, и нам приходилось трудно. И надо вспомнить Маккаева, Зураба, и вот это посольство, которое поехало в Россию, и когда Россия нам протянула руку помощи, и дала разрешение войти в состав России, и дала разрешение с гор выйти на предгорные эти. И демографически у нас же ситуация значительно улучшилась. На сегодняшний день Северная Осетия Ланы – самый надежный православный остров России на Северном Кавказе. Мы всегда были верны своему слову, и наши послы, которые дали слово верности дочери великого Петра Великого, Елизаветы Петровны, осетины остались надежным аванпостом России на Северном Кавказе. Оно так и есть. Валерий Николаевич, а что вы скажете вот об этой книге? Перелистали, что-то почитали, на что-то обратили внимание? Во-первых, это память о тех, кто отстаивал нашу Родину, о героях Советского Союза, и о тех, кто сегодня сражаются и на СВО.
это познакомился с людьми, которых я не знал. Это гордость. И каждый человек, если он неравнодушен, он должен знать этих людей. Мы 12 лет, вот наша группа, инициативная группа, добивались о том, чтобы установили памятник Астану Кисаеву и создали сквер. Мы добились этого. Книга дорога. Мне вот Сергей Замбулатович давал определенное количество людей, я их распространял в библиотеке, и в Вильхотово, и в других школах. Поэтому это очень важно, то, что он сделал. А мы сейчас посмотрим второй фрагмент видеозаписи наших земляков, а потом продолжим разговор. За 4 года Осетинская национально-культурная автономия Новороссийска реализовала 3 больших проекта. В декабре 2021 года высокую оценку экспертного совета на муниципальном конкурсе получил проект «Дни осетинской культуры» в городе Новороссийск. В рамках проекта был снят публицистический фильм «Осетия и осетины Новороссийска», в котором рассказывалось о защитниках города в годы Великой Отечественной войны, а также о славной истории и традициях осетинского народа. Фильм представляли на презентации в городском театре, где была организована и выставка предметов искусства, ремесел, быта, одежды и литературы осетин. Гостей угощали осетинскими пирогами и традиционным пивом. В 2024 году Новороссийское осетинское общество стало победителем конкурса «Гранты губернатора Кубани» с проектом «Фестиваль кавказского танца Черноморского побережья». Кроме Новороссийска, в нем принимали участие города Анапа, Геленджик и Сочи. Во всех муниципалитетах прошли мастер-классы по кавказским танцам, на которых были сняты конкурсные ролики «Жизнь в танце». А финальной точкой стал большой гала-концерт. Он прошел в городском театре при полном аншлаге. 830 зрителей. Люди сидели на приставных стульях и стояли в проходах, но до конца представления практически никто не ушел, так как один феерический номер сменялся другим. А еще на гала-концерте состоялась премьера фильма-концерта «Танцы народов Кавказа». Благодаря грантовым средствам для хореографического коллектива студии кавказских танцев «Арт» были пошиты 10 комплектов национальных костюмов. В 2025 году Осетинское общество вновь стало победителем муниципального конкурса поддержки НКО. В настоящее время наше общество реализует проект «Фестиваль дружбы народов вместе во имя Великой Победы». В рамках этого проекта с нами сотрудничают все национально-культурные общества города. Вместе мы записали песню «Катюша», которую исполнили на разных языках, в том числе и на осетинском. Сейчас проводим круглые столы, где рассказываем о героях нашего времени, то есть о ветеранах Великой Отечественной войны, о ветеранах СВО, то есть людях, которые защищают интересы нашей страны ради блага, ради будущего всего народа. Ну а апофеозом нашего проекта станет большая концертная программа, в которой мы обязательно, как ретроспективно, расскажем о вкладе всех народов в победу в Великой Отечественной войне и обязательно покажем творческие номера с национальным колоритом, относящиеся вот к данной теме. Осетинская национально-культурная автономия также является коллективным членом Новороссийской городской общественной организации «Центр национальных объединений». Тесно сотрудничает со всеми национальными обществами Новороссийска, принимает участие в общих мероприятиях. Так, с 2021 года общество – неизменный участник ежегодного фестиваля национальных культур «Новороссияне». Ансамбль кавказских танцев «Арт» под руководством Аслана Макиева участвует в фестивале «Мы вместе, мы едины», который проходит в Новороссийском музыкальном колледже имени Шостаковича. Принимает участие в праздничных концертах, посвященных Дню защитника Отечества, в воинских частях, базирующихся в Новороссийске. Летом 2024 года в городском центре национальных культур Новороссийска осетинское общество представляло культурное наследие предков, дошедшее до наших дней и являющееся основой осетинской семьи. На мероприятии гостям рассказывали о свадебных традициях, представляли старинные обряды, снятия фаты с невесты. Как положено, невеста угостила старших женщин медом, а все гости отведали осетинские пироги. Молодежный актив нашего общества принял участие в уникальном проекте создании холста дружбы. На нем запечатлены хранители традиций, молодые лидеры национально-культурных объединений города-героя и дети, которым предстоит дальше нести наследие предков. Осетинское общество в Новороссийске проводит большую воспитательно-патриотическую работу. Кроме того, что мы неизменно участвуем в митингах и мемориальных мероприятиях, например, посвященных памяти жертв Бесланской трагедии,
трагедии. Наши представители регулярно проводят уроки мужества, круглые столы и публичные чтения. Так, новороссийским школьникам и студентам рассказывали об осетинах, героях Советского Союза, о защитниках Малой Земли, о подвигах братьев Газдановых, один из которых похоронен в Новороссийске. 15 октября 2024 года в Новороссийске состоялся литературный вечер, посвященный 165-летию основоположника осетинской культуры Костахи Тагурова. Специально к этому вечеру дети членов Новороссийского осетинского общества выучили стихи Костахи Тагурова на родном и русском языках. В этнографическом музее Дома дружбы выставлена экспозиция, рассказывающая о культуре осетинского народа. Вот этот стенд представлен нашим народом. Здесь костюмы, и женский костюм национальный, и мужской костюм, разные атрибутика, которая была у наших предков. И чаша вацамонга, и доул, и гармошка, который под 100 лет. Книги, посвященные Костахе Тагурову, книги, которые говорят о происхождении осетин, там скифо-сарматские племена, наши предки, яланы. Ну вот, все, что смогли пока. Но это не все. То, что у нас есть, то, что помещается на этом стенде, мы и принесли. В следующий раз мы будем что-то другое выставлять. Местная осетинская национально-культурная автономия города Новороссийска играет заметную роль в муниципалитете, бережно хранит и передает традиции предков молодому поколению. Вот посмотрите, что происходит. Вот идут военные события. Ребята наши на передовой. Да. Чем их героизм вот отличается от героизма старшего поколения? Они традиции переняли тех, кто воевал в Великую Отечественную войну, ну и принимал участие в других войнах. И есть у нас одна фраза, которая присуща для всех поколений. Ират Таражма. У нас никогда не говорят «отступаем». Вот. Это еще аланский клич. Аланский клич. Да. И я Сергею Дзамбулатовичу говорю, вот если бы ты еще взялся за одно дело, он говорит, за какое? Вот ты сейчас издашь по этим, да, слушай, напиши про летчиков, выходцев из Осетии. Их гораздо больше, более 600 человек. И у нас герои Советского Союза 20 человек. Из летчиков. Некоторые были, вот Зусов был командиром Покрышкина. И первый летчик-осетин, погибший, это был Байцаев, Шанзаковой. Он погиб на Холхенголе в 1939 году. А первый герой Советского Союза Астаев, который в марте 1940-го погиб во время войны с финнами. Вот. И я знаю эту фамилию Астаевых и Байцаевых. Я скажу, у них достойного подражания их не потомки. Вот, например, Алания батальон, да, кто возглавляет? Астаев Руслан. Его брат Павел Астаев только недавно ушел оттуда по состоянию здоровья. Вот. Я очень хорошо знаю эту фамилию. Их 12 человек в семье. И это, ну и девушки, и это. Но сейчас я скажу так, что они воюют все. Практически. Пятнашкой Мамиев был командир. Да, Пятнашка, Мамиев. Да. Тоже, вот где бы осетины не были, а мы последними никогда не были. Вы интересную идею подали. Продолжить список офицеров, только уже летчиков. Это хорошая идея. Но объедините усилия, найдите. Я думаю, что вас поддержит общественность. Это же святое дело. Вот пока есть такие люди, которые, несмотря ни на что, ни на болезни, ни на проблемы, занимаются сохранением памяти, а это сохранение памяти на века, ну, осетины будут впереди. Вот он мне звонит сейчас и говорит, а я уже 20 героев Советского Союза нашел осетин. И говорит, ты знаешь, сколько их летчиков? Я говорю, ну, где-то 600 человек больше. Больше, говорит. Спасибо большое нашей осетинской диаспоре. Замечательный фильм они сняли о том, как живут, как сохраняют язык, обычаи, как контактируют с людьми, которые находятся вокруг, как являются примером. Спасибо вам, Сергей Дзамбулатович, вот за вашу работу, за то, что вы всегда рядом с нами, помогаете нам, потому что делаем-то мы с вами одно общее дело, воспитываем молодежь.
в нужном направлении. И, конечно, хочется пожелать мирного неба и над вашим городом, и над всеми городами нашей страны и нашего мира. Все мы этого желаем и на это надеемся. Ну, а книга, ну что, большому кораблю большое плавание. Да. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.